40-е годы. Страна переживает труднейшие времена. А в далекой Якутии в стенах небольшой типографии разворачивается своя, не менее героическая история. История о том, как люди оказались крепче металла. Здесь, несмотря на нехватку оборудования и материалов, рождались газеты, печатались учебники, создавалась летопись эпохи. Это история о том, как ковалось печатное слово в условиях военного времени. В эти годы якутская гостипография испытывала нехватку всего, от шрифтов до запчастей для станков. На заявки оставались без ответа, оборудование изнашивалось, материалы приходили в негодность. Русские линотипные матрицы уже как 6 месяцев вышли из строя. Якутских корпусных матриц осталось всего по одному комплекту. Линотипных грелок для подогрева металла нет. Положение становится безвыходным. Когда мужчины ушли на фронт, оставив дома и семьи, и любимую работу, вся тяжесть типографского дела обрушилась на хрупкие плечи женщин. Они, вчерашние домохозяйки и студентки, осваивали сложные станки, работали в холодных цехах, не досыпали, голодали. Но ни на минуту не ослабевали их руки, потому что они понимали, от их труда зависит не только жизнь их родных, но и всего населения, ждущего карточки на продукты, свежие новости из газет и так необходимые учебники для детей. 3 смены работали. Первая смена приходила, включали машину и разогревали. В это время начинали все топить печи. Эти голландки, эти буржуйки все топили. Женщины сами все дрова эти таскали, сами все топили эти печки. Разогревали, чтобы нормальная температура была. А машины в холостую работали. И почти всю первую смену разогревали машины, чтобы валики помягче стали. Они же были из резины. Ну, да, и поэтому вторая смена уже приходила, полностью работала, и третья смена приходила, работала. А было очень тяжело, конечно, им досталось очень много. Сначала то дровами топили, потом углем топили, все это сами заготавливали и все таскали, сами все топили. Ну и, конечно, машины были, правда, были уже линотипы были, набор. Проводили ручной набор, линотипы. Ужасная бумага была, приходила в рулонах. Никакой там речи о флатовой бумаге не было в одних рулонах. Рулоны приходили уже сколько раз вот во время пути их перекладывали с одной на другой. В общем, они приезжали уже побитые, морщинистые, бумага морщинистая была. В общем, намучили. Представьте себе, что значило работать в те годы. Ледяной ветер гуляет по щелям, в чернилах замерзают пальцы, голод сводит желудок. И над всем этим гул станков, запах типографской краски и несмолкаемая работа. Это был настоящий трудовой подвиг, когда люди забывали о себе и трудились на пределе возможностей. Конечно, план выполнялся. Газеты выходили вовремя, какую-то продукцию обязательно все это печаталось, и всегда вот старались выполнить все задания. Коллектив был дружный, трудолюбивый. Получил здание коллектив коммунистического труда. Помимо основной работы активно занимались общественной деятельностью. Я часто вспоминаю старшее поколение своих наставников. Это менторомпажи, верстальщики, газет «Кым» и «Социалистическая Якутия», Филиппова Татьяна Петровна и Кожевникова Клавдия, Наворчик Полина Маркова. Татьяна Петровна избиралась депутатом Верховного Совета Якутской ССР. Ветераны полиграфии линотиписты Леонова Валентина, Макарова Галина, Орловская Любовь Иннокентьевна. Еще девчата переехали из Новосибирска, молодые девчата. И вот она, долгожданная победа. На смену женщинам, героически выдержавшим военное лихолетие, пришли фронтовики.
закаленные в боях, с орденами на груди и светлой надеждой в глазах. Они вернулись домой, чтобы восстанавливать страну, поднимать из руин экономику, налаживать мирную жизнь. Бобряков, Рабинчук, Шипицын – эти фамилии навсегда вписаны в историю якутской полиграфии, как имена героев-тружеников. Вместе с молодыми специалистами, прибывшими из центральных городов, они вдохнули новую жизнь в типографию, привнеся дисциплину, опыт и современные знания. Вот они уже стали, когда возвращаться, уже стало полегче, потому что у них, как называли их, военная косточка, они когда приходили уже, они же были специалистами, когда уходили в армию, а вернулись, уже становились мастерами, начальниками цехов, директоров. Вот. Так пошло. Иван Михайлович Колодезников тоже начальника был, потом в отдел кадров. В общем, кадры уже стали как бы пополняться. Стали подходить уже и молодые ребята, печатники, наборщики. Уже полегче было. Когда я поступила работать, был участник Великой Отечественной Николай Дезников, отдел кадром работал. Потом после этого он офсетным стал работать. Ветеран войны. И еще кто работал у нас? Рабинчук Григорий Абрамович. Тогда, когда я поступала, он начальником печатного цеха был. Только громко говорили, дядя был. После этого, в 70-е годы, он работал мастером наборного цеха, Рабинчук. Конечно, уже стало полегче. Они взяли в свои руки руководство типографии. Ну, а в годы войны все равно женщины тоже все очень хорошо работают. На их плечах, можно сказать, вытянули всю работу типографии. Сегодня работники помнят и чтят историю своего предприятия. Знают, каким трудом, каким потом и кровью достались эти успехи. Сегодня, в новом веке, сотрудники стараются продолжать славные традиции якутских полиграфистов, отвечая на современные вызовы и используя передовые технологии. История якутской типографии – это история о людях, которые оказались крепче металла. О тех, кто, несмотря ни на что, верил в победу, в свое дело и своим трудом приближал светлое будущее. Будущее, которое мы строим и сегодня.